мы продолжаем говорить с вами об образовании. И вполне возможно, что многие из вас узнали мою сегодняшнюю собеседницу. Это Есеналиева Гульджамал Джусупбековна. Здравствуйте. Здравствуйте. Гульджамал Джусупбековна – директор школы Илим. Но сегодня она у нас в гостях в другой своей ипостаси. Еще вы соучредитель Союза образовательных учреждений. Да. Этот союз появился в 1999 году. И в этом году отмечает свое 25-летие. Да, абсолютно верно. Что это за организация и зачем она появилась? Ну, мы как школа, как детский сад, как комплекс открылись 31 год назад. И тогда у нас было всего 3-4 школы. Потом Частных, да. Потом стали открываться другие школы, и они умирали, кто-то выживал, кто-то не выживал. И для государства это было непонятно, что такое частная школа. Lично я сама тоже сомневалась, зачем вообще открывать частную школу, когда государственные школы пустые. Но оказалось, что это нужно. И когда в 1997 году на нас начались нападки со стороны государства, мы поняли, что нам нужно объединяться. Что один в поле не воин, и надо каким-то образом защищаться и лоббировать свои интересы. Потому что мы считаем, что мы в настоящий момент это бюджетообразующая отрасль в нашей стране, это возможность для государственного сектора образования оттянуть клиентов, учеников. Частные школы очень хорошо оттягивают и детские сады, потому что государство пока не может обеспечивать потребность. И поэтому мы считаем, что мы уже заслуживаем уважения. Так вот, в 1997 году, когда начались в конце года на нас нападки, мы поняли, надо объединиться, надо что-то делать. И вот в 1999 году, в начале 1999 года мы создали Союз образовательных учреждений, такую ассоциацию. 4 школы частных объединились и создали. Одна школа Илим, вторая школа Илим-Ош, это наш филиал, потом школа Звездочка и авторская школа в Алмедине, которая. Вот 4 школы. А что за нападки были? Ну, было такое, что новое руководство было в стране. Один из руководителей дал такое распоряжение: пройдитесь-ка по частным школам и посмотрите, чем они там занимаются. Но особый акцент сделайте на Илим. И сделайте так, чтобы его закрыть. И вот к нам пришла комиссия, нежданно-негаданно, без предупреждения. Они стали нас проверять. Проверяли нас. Они пришли некорректно. Во-первых, их было много. С государственных школ предвзятое отношение было. А ну-ка покажите вот это, а ну-ка покажите вот это. Вот элементарно в каждой школе по каждому предмету должны быть программы. А нам их никто не давал. Нам их никто не продавал. Нам государство, которое печатает учебники, не продает нам эти учебники. Этими учебниками обеспечиваются только государственные школы. Но при этом министерство пишет: рекомендовано учить детей по таким-то, таким-то учебникам. И что мы делаем? Мы на базаре покупаем эти учебники. Логично. Вот. Хотя эти учебники издаются по потребностям каждой школы, распределяются через ГОРАНО, РАИНО, эти учебники по школам. Откуда они оказываются на рынке? А что были за опасения? Что вы учите тому, чему не надо учить? Что вы какой-то коррупционный? Вот сейчас мне уже не очень понятно, чем мог так напугать частный образовательный сектор. Нам тоже тогда было очень непонятно, с чего это взялось все. Но что мы сделали? Мы привлекли правовую клинику, которая сделала анализ вообще визита этих проверяющих. Как они себя вели, что они проверяли. Они взяли интервью у наших сотрудников, как с ними разговаривали, как проверяли их документы, насколько было это все предвзято. Прошли по всем школам, которые проверяют. И разговаривали с проверяющими, которые нам и сказали, вернее, им сказали, что да, посыл был против Илима. Я думаю, что это была одиозная личность Гайши, которая всегда демонстрировала независимость и свободу. Она всегда вызывала у людей, вот у одних пиетет, а у других ненависть. Какая-то выскочка. Кто она такая? Мне Откуда она нравилось, выскочила? что вот директор школы вот так независим. Маленькая какая-то вот эта женщина, и она где-то еще что-то вякает.
Ее стали приглашать как раз вот на все мероприятия. Я помню, был в Национальном университете было какое-то мероприятие, и выступала Оскар Акаевич. И эта маленькая женщина поднимает руку и говорит: позвольте с вами не согласиться, уважаемый Оскар Акаевич. Оскар Акаевич аж отвалился. Кто такая вообще, откуда? Как это не соглашаться с президентом? И вот оттуда о ней пошла вот такая вот слава, и, видимо, был какой-то заказ. Кто такая-то выскочка? Ее надо же это прикрыть, притрамбить. И вот правовая клиника помогла нам сделать анализ нарушений этой проверки. И была назначена в министерстве заседание, совет какой-то был назначен, и где должны были нас лишить лицензии и вообще права деятельности. Что сделала Гайша? Она взяла этот анализ правовой клиники, она пригласила журналистов, она пригласила всех директоров этих школ и разгромила. На заседании она прям разгромила. И там была Мира Джангарачева, она была тогда вице-премьером. Она была на этом заседании. Девичья фамилия у Гайши Есеналиева, а они однокурсницы. И Мира после заседания сказала: ну ты, Есеналиева, даешь. Не понравилось. Но мы выиграли. И вот тогда мы объединились и поняли: вместе мы сила. И мы можем чего-то добиться. Один в поле не воин. Одну школу, один детский сад, один университет легко очень закрыть и уничтожить. И поэтому мы вот создали союз. Прошло 25 лет. Да. Сейчас уже трудно представить нашу систему образования без частного сектора. Просто не справятся. Да. В чем сейчас роль Союза образовательных учреждений? Ну, сейчас мы принимали активное участие в разработке нового закона об образовании. Когда был проект закона об образовании, мы увидели, что он ухудшил нашу ситуацию в несколько раз по сравнению с предыдущим законом. У нас все-таки раньше было больше свободы, а с каждым годом, законом все ужесточаются меры по отношению к нам. Я понимаю Министерство образования, которое переживает и страдает от некачественного образования, частного, от неправильных, неэтичных создателей этих образовательных структур. Но я думаю, что они должны найти какие-то рычаги управления помимо этого всего. А закон, он должен дать равный доступ как к образованию, так и к работе. Почему-то у нас все равно идет дискриминация частного образования. Я считаю, что государство должно быть благодарно частному образованию за ту помощь, которую мы оказываем. Когда в пандемию обнаружилось, что учителя государственных школ не владеют компьютерными технологиями, и они были правы, когда они говорили: извините, нас никто не учил онлайн-урокам, нас никто не учил включать компьютер, как мы должны сейчас учить детей? И потом, если в семье 5 детей, где набраться гаджетов, учить всех одновременно по разному расписанию. Вот. И к нам обратилась мэрия: вы можете обучить учителей государственных школ? Мы можем, если только они хотят. Мы всегда готовы помогать, если только люди просят о помощи. Но проблема же в том, что когда ты не умеешь, тебе легче сказать: я не умею. И тогда взятки гладкий спрос совсем другой. Я не умею, меня не научило государство. Я тогда не могу учить. А вот как научила, так скажите мне спасибо, что я так научила. И в итоге этот проект не сработал. Никто не захотел учиться. Мы создали специально в Илиме, мы создали специально курс для учителей образования через IT-технологии. Вот к нам приходят учителя с государственной школы, они не умеют компьютер включать. Сегодня, когда мы без него уже никак, они не умеют его включать. И первое, что мы делаем, мы учим работать на компьютере. Потому что у нас ноутбуки, у нас все обеспечены компьютерами. Как без этого сейчас? Детям уже трудно усваивать уроки с мелом и доской. Они уже привыкли к мельканию информации другой, красочной, интересной. Визуализация везде и во всем. Поэтому мы все равно помогаем государству. И когда вот просят, мы всегда откликаемся. Но не просят. Вы принимали участие в разработке нового закона об образовании. Как вы его оцениваете, как вам работается в его условиях? Ну, вот в 2023 году, в августе, принят этот закон об образовании. Мы очень были рады, счастливы, что наконец-то мы пробили, мы добились. Мы прям буквально бились за каждый пункт этого закона. Мы добились свободы большей, больших возможностей для себя. Но проблема в том, что существуют еще подзаконные акты.
И вот здесь загвоздка. Вот здесь уже большие-большие проблемы. Потому что подзаконный акт – это вторичный документ, это не закон. Закон имеет главенствующую силу. Но у нас почему-то подзаконные акты делают так, что они не подчиняются законам. Ну, например, когда мы в прошлом году проходили, или в прошлом году мы проходили аккредитацию, мы обратились в независимую аккредитационную комиссию. И когда мы сертификат свой принесли в министерство, юристы министерства говорят, это незаконно, вы должны были аккредитацию только у нас проходить. И я руководству говорю, пожалуйста, просветите ваших сотрудников. Если юристы не знают закона нового, то, наверное, все остальные чиновники тем более не знают. Надо подчиняться законам. И сейчас мы работаем над положением о лицензировании. Есть закон о лицензионно-разрешительной системе, да, и есть наш закон об образовании. И они должны быть в соответствии. Вот. Эти два закона, они должны нам помогать. А у нас появляется положение, временное положение о лицензировании. Вы знаете, сколько живу, столько слышу временное слово, которое дольше, чем постоянно, но законы чаще меняются, нежели временное положение. И вот и во временном положении опять противоречие в законе. И вот благодаря Министерству экономики мы сейчас пришли к консенсусу. Министерство экономики, как третейский судья, сидел между Министерством образования и нами. И вами рабочей группой. Рабочей группой, да. И под каждым пунктом. Министерство, вы согласны? Ну, давайте тогда уже договоримся. А почему министерство не согласно? Министерство говорит, мы болеем за качество образования. А вот я говорю, так вы болеете за качество в государственном образовании, а в частном образовании нас родители просто вот так придушат, если мы будем давать некачественное образование. Нам платят родители, не государство. Нам платят родители, и они нам заказывают, и они нас контролируют. Переживайте за государство, где не хватает учебников, где не хватает учителей, где не хватает школ, там переживайте. Никто не запрещает послелицензионную проверку. Приходите, посмотрите, посидите на уроках, посмотрите, что мы делаем, как мы делаем. Но главное, смотрите на результат, какой мы даем результат. Я понимаю, что раньше результатом образовательной деятельности было поступление в вузы. Сейчас, когда много коммерческих вузов и у родителей есть деньги, это уже не показатель. Но тогда смотрите, в какие вузы, на каких условиях дети поступают. Вот у нас основная масса детей поступает в зарубежные вузы. А там же, извините, не считаются, богатый ты или не богатый. Прошел? Не прошел. И там нельзя пересдавать. Если ты получил низший балл по какому-то предмету, там предмет этот пересдавать нельзя. Там этот предмет опять надо покупать, опять заново учить и потом сдавать. И если наши дети оканчивают Гарвард, если наши дети оканчивают хорошие вузы за рубежом, ну, наверное, мы даем хороший результат. Если наши школы частные растут в объеме, если родители нам доверяют, то, наверное, мы даем качество. И есть независимая оценка, где прямо на цифрах показано, что частные школы дают наиболее высокий уровень по сравнению с государственными школами. Ну так бросьте все силы свои на государственные школы, помогите им. Оставьте частное образование. Да, оставьте. У нас есть родители, которые нас контролируют буквально каждую секунду. Я это говорю в министерстве, они говорят, нет, мы же отвечаем за систему образования. И все-таки вот что вы лично считаете признаком того, что в школе дают хорошее образование? Вы знаете, у нас с Шамилем часто бывают споры. Он против советского образования. Мы тоже говорили об этом, поэтому я задаю вам этот вопрос. Он все время ругает советское образование. Но я считаю, что своему времени свое образование. Шамиль – это сын Гайши, Шамиль Ибрагимов, он был исполнителем или… Фонда Сороса. Да, и сейчас он соучредитель. И сейчас он соучредитель Илима, он был директором Фонда Сорос Кыргызстана. Да, и вот мы с ним часто спорим. И он вот ругает советское образование. Я говорю, знаешь, всему свое время. В советское время у нас было много заводов и фабрик. И люди были другие, и нам нужны были исполнители, которые четко выполняют волю государства. Пришел, увидел, сделал.
Приказали, сделал. Сейчас другое время. Сейчас у нас свобода. Нам нужны креативные, смелые, легкие люди. Легкие на подъем, которые каждую минуту могут поменять свою позицию, попробовать там, попробовать там. Раньше, если не поступил в университет, это такая трагедия. А сейчас 1 325 000 курсов. Ты можешь себе профессию получить только на курсах и не тратить 5 лет в университете. Вот сейчас очень много возможностей у молодежи. Главное захотеть, пойти и взять. Так вот, я считаю, что результат образования – это вот эта смелость в преодолении препятствия, вот этот вызов жизни, а я смогу. Вот эта свобода личная, я хочу и я смогу. Вот эта незашоренность, незапуганность, вот это очень важно. А знания, они, во-первых, информация, она меняется быстротечно очень. Это не то, что в Советском Союзе у нас там 70 лет одна и та же была информация. Сейчас открой интернет, и ты много очень позиций увидишь и информации. И научить детей критическому мышлению, просеивать это все и находить истину. А где же истина? Попробовать это зерно и сказать, нет, я с этим не согласна. А потом не страшно ошибиться. Но ошибся, а потом пересмотрел. Часто очень бывает, в мои 66 лет, я вчера была уверена в этом, в своей позиции, я ее отстаивала, а сегодня я обнаружила, что она глубоко ошибочна. И признаю ее. Да, ошибалась, а что? Мы всю жизнь учимся. Сейчас жизнь диктует нам всю жизнь учиться, всю жизнь меняться, всю жизнь подстраиваться к вот этому механизму, который называется жизнь. Поэтому я считаю, вот это результат образования. Гульджамал Джусупбековна, Министерство образования, оно тоже понимает, что что-то не так с этой системой, пытается ее изменить, и вот затеяла грандиознейшую реформу перехода на 12-летнее образование. Что вы думаете об этой реформе? Как частное образование готово ли к такому переходу? Готова ли наша система к такому переходу? Что вы думаете, как человек, который давно... Я думаю, что наша страна еще не готова. Возможно, это хорошее дело, но вот эта вот система перехода с нулевого класса во второй класс, она же еще не отработана. Это же надо много-много механизмов отработать. Это надо отработать программу. Шестилетки, еще вот в советское время, в 1986 году, был проведен первый эксперимент с 6-леток брать в школу. Но эти классы открывали в детском саду. Психологи, врачи говорили, дети должны отдыхать. Уроки должны быть маленькими, короткими. Не должно быть сильной нагрузки. И шестилетки у нас спали. В этом году мы тоже попробовали, нулевой класс открыли. И это было в детском саду. И шестилетки у нас спали. Но мы не готовы их во второй класс посадить. Они первый-то пропустили. В первом классе есть своя программа. И мы вот эти 12 лет, мы просто механически делим 12 лет. Если все остается то же самое, а мы просто рапортуем, что это будет 12 лет, это абсурд. Нет подготовки еще, во-первых. Во-вторых, нулевые классы. Где вы поселите эти нулевые классы? Где они? У нас для первых классов мест нет. В государственных школах, особенно в Бишкеке и Яше, просто переполнено все. Куда вы поселите этих нулевиков? Где они? А их много. Вот статистические данные говорят, что в 2026 году будет вообще бум первых классов. Такая высокая рождаемость. Мы не готовы. Республика не готова принять столько детей. А вы еще нулевиков хотите посадить туда? Куда? И я слышала выступление министра, она говорит, пусть местные органы самоуправления решают, а куда посадить. А я думаю, а в селе что, есть прямо вот готовые здания, куда мы шестилеток поселим? У нас есть какие-то помещения, вот тут закрытые под замок, а мы раз открыли и поселили. У нас же нет этого ничего. Надо готовить школы, надо готовить программы, надо готовить учителей, надо готовить учебники. Надо хорошо осознать, не просто так написать. Учебник совсем не просто написать. И учебники могут написать только учителя, и то не все. Только практики, которые знают, что возьмет ребенок, что не возьмет ребенок, особенно в таком раннем возрасте. И просто так вот взять и сказать, все, волею мы решили, вот будет 12. Где и как? Где и как? Вот нулевиков я сейчас не согласна сажать во второй класс. Мы в этом году не берем нулевой класс. Мы берем первый класс, который потом пойдет во второй класс. Все. У нас нет еще программы новой.
где написано будет, что давать в нулевом, что в первом, что во втором. У нас нет ни учебников, у нас нет ничего. А нам объявили уже, что школу перейдут. И растягивать. У нас и так после 9 класса, 10-11 класс, вот 9 класс это основное образование, 10-11 класс идет повторение того, что они до 9 класса прошли. Надо пересматривать программы, надо вообще кардинально их менять. STEM-образование вот в этой идее мне нравится. Во всем мире уже science. И идет с начальной школы, science, где они соединяются. У нас всегда считалось, еще с советских времен, что здесь лежит физика, здесь лежит химия, здесь лежит биология. И каким-то образом они перемешиваются, и получается целое знание. А оно не перемешивается. Оно не перемешивается. У нас предметное образование как было, так оно предметное и остается. Не перемешивается почему-то, нет вот этих нейронных связей, которые перемешают. И тогда это должна быть глобальная подготовка к этому 12-летнему образованию. А не так вот наскоком раз, задачу поставили, и мы это сделаем. Все. Не надо вот выхолащивать идею. Не надо, надо хорошо к ней подготовиться. Вот о STEM-образовании, о объединении предметов я на самом деле, как человек, который пишет об образовании, тоже писала уже давно, это тоже витало. Но нельзя просто так сказать, все, теперь у нас будет science предмет, его кто-то должен преподавать. А как вы заметили, не все педагоги даже компьютер могут включить. Кто будет преподавать вот эти новые предметы? Ну, у нас есть продвинутая молодежь, креативная, есть видение. Если им поставить задачу, а как соединить? Вот я была недавно в Японии, я посмотрела, как там ведется в 5 классе science. У них колбочка какая-то стоит, они туда бросают какие-то листочки, наливают какую-то жидкость и смотрят, как ведет себя листочек в этой жидкости. Это и химия там, и биология одновременно. Потом они направили луч света, там физика. И вот оно соединение. И дети не думают, вот это физика, а вот это сейчас биология, а вот это сейчас химия. Дети не думают, дети смотрят, а что же происходит с листочком? Они просто познают мир. Да, мы же должны научить их жить, познавать эту жизнь, познавать этот мир. Почему вот это в жизни происходит, почему в этом мире происходит, а не предметом отдельным. Я не сомневаюсь, что мы этому должны научить, но у меня большие сомнения, что будет массовая готовность учить их этому. Или я ошибаюсь? В короткий срок мы сможем подготовить учителей? Не думаю. У вас, как у профессионала, тоже есть опасения? Да, не думаю, что мы в короткий срок можем. У нас уровень компетентности учителей снижается катастрофически в республике. И средний возраст учителей в республике 50 лет. Мы уходим на пенсию. Молодежь еще не готова. И нет желания у молодежи работать в образовании. Сказала наша министр, что вот сингапурская методика, но Сингапур славится математикой, да? Надо посмотреть science. Наши чиновники очень много ездят за рубежом. Эстония сейчас из постсоветских стран хорошо продвигается. Ну, вы же ездите. Но посмотрите, как у них обучают учителей, которые готовы вести science. Возьмите, переведите их учебники, посмотрите, возьмите тренеров оттуда, обучите наших учителей. Но желающих учителей. Не всех подряд, а тех, кто хочет научиться. Потому что когда всех насильно загоняют под одну рамочку, толка не будет, будут потраченные деньги. Молодежь Суббековна, давайте представим, что вы не ограничены никакими рамками. Ни Министерство образования вас не контролирует, ни какие-то программные. Как в этом случае будет выглядеть школа вашей мечты? Вы знаете, для меня вот показатель школа Щетинина. К сожалению, ее закрыли в России, и Щетинин скончался из-за этого. Вот много-много лет он учил детей жизни. Он учил детей интересоваться, а как? У детей природное любопытство, но мы своей системой образования просто губим, вырубаем это любопытство, и они не хотят ничего знать. Вот. А у него разновозрастные дети были,
И если их интересовали какие-то механизмы, и они вместе что-то изобретали, и в этот момент, если им не хватало знаний, они изучали физику, химию, еще что-то, для того, чтобы это изобрести. Потому что это была их идея. Они должны быть. Вот это для меня классная школа. Прикладная школа. Школа, которая научит детей жить и выживать. По большому счету, мы и родители должны детей научить выживать в любых условиях. А для того, чтобы выжить, надо иметь какие-то знания, какие-то навыки, какие-то умения, какую-то смелость, что-то пробовать. Вот сейчас жизнь бесконечно нам бросает вызов, и мы постоянно адаптируемся под этот вызов. Поэтому вот если бы у меня были деньги, я бы создала такую школу прикладную, где бы они вот руками что-то создавали, соединяли предметы, не задумываясь, а какой это предмет. Вот мы в этом году открыли Makerspace. Такая у нас большая-большая биг-лаборатория, где дети приходят и делают что-то своими руками. У кого-то дома лампочка перегорела, или утюг перегорел, он принес, и под патронажем нашего специалиста он разбирает, смотрит, что перегорело, как перегорело. Вот он решает сегодняшнюю свою проблему. И так каждый. Кто-то роботов у нас там строит, девочки там шьют на швейных машинках, решают свои проблемы. Туда открыт доступ. Папа с ребенком хочет сам подчинить. Для нас еще вторая цель – это объединение в семье детей и родителей, чтобы они вместе что-то сделали. Сейчас редко какая женщина имеет дома швейную машинку. Это в советское время мы все шили. Надо тебе подшить занавески? Принеси, вот наши машинки, садись со своей дочерью и прострочи вместе, научись вместе с ней. И дочь научишь, и себя научишь. Поэтому вот делание. А для того, чтобы что-то сделать, надо вот сюда что-то сложить. Надо поискать информацию. Сейчас дети же учатся через Google все, через YouTube. А вот это вот взять там, они загугливают, смотрят. И это знание намного глубже и качественнее, нежели они прочитали в учебнике. Вот такую бы школу, чтобы вот я бы построила такое пространство образовательное, где дети бы собирались по интересам. Вот мы же, как у нас система образования, вот у тебя 5 по литературе, а 3 по математике, и мы будем вот долбить тебя с этой математикой. А все говорят, надо литературу развивать, может, это будет писатель. Главное для него научиться считать деньги, больше ничего не надо. Зачем вы его долбите с этой математикой, которая она ему не интересна, вообще не пригодится в жизни? Вот. У нас были 2 девочки из одной семьи, и вот не хотела, младшая в 5 классе, не хотела никак учиться. И она говорила, папа мне бизнес оставит, и я буду рулить. И я вот ей говорила, понимаешь, бухгалтер – это человек, завсклад – это тоже человек. Все хотят жить хорошо и богато, и при этом мало работать. И вот бухгалтер возьмет тебе, подтасует какие-то цифры, завсклад украдет. Ты как проверишь? Ты же владелец, это же твои деньги, у тебя украдут. Ты как проверишь, если ты считать не умеешь? Если ты не можешь посмотреть таблицы доходов и расходов, а куда делись такие запчасти или вот такие запчасти, а на вот такой-то там чего-то нужно столько запчастей вот таких, а столько вот... Ты как проконтролируешь? Она говорит, ну контролера возьму. Я говорю, а бухгалтер возьмет и договорится с контролером, скажет, давай пополам поделим этот доход, обмани ее. И так же возможно. Люди бывают нечестны. И если ты не будешь учиться... Убедили? Вроде убедила. Вроде убедила. Вокруг частного образования есть мифы. Давайте несколько развенчаем. Что на самом деле частное образование от муниципального, государственного отличается только тем, что здесь родители платят много денег. Я с этим не согласна. Я уже говорила, что родители нас просто придушат, если мы будем брать только деньги. Мы отвечаем за результат. Мы понимаем, все прекрасно осознают, что у всех детей разные способности. Поэтому сейчас во всех школах есть тестирование входное. Тестирование психологическое, которое говорит о способностях ребенка. И родители сразу предупреждают, ваш ребенок творческий, он не математик. Не ждите от него олимпиады и победы, медали. Зато он у вас будет писать стихи, зато он у вас будет танцевать, он играть на инструментах будет. Есть разные дети, кого-то надо придавить, и родители говорят, нам к строгому учителю надо. А кого-то надо бесконечно мотивировать, поглаживать и говорить, у тебя получится,
тебя все будет. И мы это прекрасно осознаем, и мы тестируем детей только для того, чтобы узнать, каков характер этого ребенка, что мы можем от него ожидать и подготовить родителей к этому. Государственные школы это уже не делают. Государственные школы, они берут просто знает, не знает, все, решил, не решил. И очень часто наши родители жалуются, когда они переводят в государственную школу, там, в какую-нибудь гимназию, и зауч нашим детям говорит, что, у родителей деньги кончились, пришли за знаниями? Это уже неэтично. Мы же педагоги. Мы же образцы, никуда не деться. Вот этот сейчас идет, и что педагогам нельзя в купальниках и так далее, да, вот как флешмоб пошел. Да, вот. Мы же в любом случае, где бы мы ни находились, на нас смотрят. И наша этика должна быть на высшем уровне. И поэтому врать родителям, говорить ради денег. Вот, допустим, бывает, что дети больные, но не берет ребенок какой-то предмет или в целом программу. Мы родителей просим, сходите к невропатологу, сходите, обследуйтесь, там проверьте, там проверьте. Если нам врачи скажут, надо вот это, мы хотим помочь. Мы хотим помочь, но мы должны дать результат. Если мы не даем результат, мы не имеем права брать деньги. Мы так себя ведем в Илиме. И у нас есть центр индивидуального образования, где дети или нагоняют программу, или наоборот опережают программу, или в силу вот болезней каких-то вот ребенок в другом темпе развивается, да? И мы родителям говорим, давайте встречаться каждые 3 месяца. Не будем видеть прогресс, не надо тогда. Давайте будем искать другие. Потому что сейчас очень много детей появилось особенных, с аутистическим спектром. А у нас никто не учил педагогов работать с такими детьми, а их все больше и больше. И нет в школах коррекционных педагогов. А что делать с этими детьми? Лишать их образования? Они тоже имеют право на образование. И поэтому частные школы, они глубже смотрят, они детальнее смотрят, они разбираются с каждым ребенком. Они хотят помочь каждому ребенку. Ну, потому что и классы у нас, извините, не по 40, не по 60 детей. Конечно. Вот. У нас есть возможность. Как, я всегда удивляюсь, как можно 60 детей посадить в один класс первоклашек? Это же надо каждому подойти. Это надо же каждому помочь, поставить ему ручку, объяснить. 30 минут урока, как может учитель это сделать? 60 детей. Это невозможно. И поэтому требовать с учителя результата очень сложно в государственной школе. А в частной школе есть такая возможность. В частной школе они же на полный день. Мы когда-то, когда открылись в Илиме, мы сделали школу полного дня. Но тогда были бандитские 90-е, и нам надо было просто забрать детей с улицы. И у нас были каникулы только 2 раза в год, зимние и летние. Дети наши ныли и говорили, а почему весенних, осенних нет? Нам надо было увезти их с улицы. Потому что процветала вот эта вот бандитская идеология, они хвастались, у кого кто в тюрьме сидит, брат, сват и так далее. Вот это очень они этим гордились. И нам надо было просто забрать детей с улицы. И поэтому у нас каникул толком не было. Мы в 7:30 начинали учиться. В 7 часов дети должны были быть в школе, в 7:30 уже были уроки. Мы начали их кормить 3 раза в день. Мы начали их развозить. Вот все началось с нас. Да. И учет. Да. Все началось с нас. И сейчас все школы частные стали школами полного дня, и все школы кормят, и все школы развозят. Да, это одно из Да, условий. это преимущество. Потому что родители, если целый день в 90-х годах родители вообще бросили своих детей, не зарабатывали деньги, надо было выживать, надо было чем-то кормить. А мы тогда взяли на себя и эту функцию – безопасность. И когда мы провели тестирование, через несколько лет родители опрос провели, а что они в первую очередь покупают? Они покупают безопасность. За безопасность люди готовы платить большие деньги. А частные школы это дают. Все-таки образование детей – это ответственность не Министерства образования. Министерство образования отвечает за образование поколения, а за образование конкретного ребенка отвечает его родитель. Да. Что мы, родители, с вашей точки зрения, с точки зрения педагога, должны делать, чтобы наши дети, чтобы росли образованными людьми? Ну, в первую очередь, я уже говорила, что со стороны родителей должно быть доверие к школе, доверие к учителю, должно быть уважение. Сейчас это нивелировалось вот да нельзя. Родители с детьми обсуждают учителей, и
оскорбляют учителей, что потом, а ребенок, у них язык без костей, он приходит и учителю это выкладывает. И маленькие дети особенно, они все рассказывают учителям. Поругались дома родители, что с ними случилось, дети все рассказывают, потому что им надо выгореть, это боль, и они доверяют учителю, они все рассказывают. А когда ребенок попадает в ножницы, ребенок любит учителя, а родитель вот так плохо о нем говорит, и ребенок не может принять, а чью же позицию принять, и родителя он любит, и учителя он уважает. И он приходит к учителю и говорит: папа с мамой так сказали, и учитель не знает, как на это реагировать. И вот мне хочется, чтобы вернулось уважение к учителю. Я понимаю, что есть разные учителя. Я понимаю, что, как и любой другой профессии, у любого человека есть разный уровень этики. Да? Но если вы уже привели сюда, контролируйте, смотрите, общайтесь с детьми. У нас родители не общаются с детьми. Они только спрашивают: как дела в школе? Нормально? Что кушали? Все? А чем занимались? А что было интересного? Я всегда родителям говорю: а спросите, а кто у вас вообще в классе сегодня был самым прикольным? Кто веселил? А кто у вас был самым лучшим помощником учителя? Кто сегодня дежурным был? Вот нейтральные темы. И когда ребенок начнет говорить, а тогда уже более глубокие. Химия была? А что вы сегодня изучали? Вот я не любила в школе химию. Мне бы так интересно, у вас, наверное, совсем другие учителя. Вот у нас было не так, а у вас сейчас там вот это, расскажи-ка, что ты узнал? И увидеть, ребенок усвоил или не усвоил, ребенок понял или не понял, ребенку интересно или не интересно. Я же по профессии не педагог, я экономист. И когда мы открыли школу, мне Гайша все время говорила: иди на уроки. Ну что я пойду на уроки, я не понимаю, как должен вести, я не знаю методики, я не знаю, что я должна понять. Она говорит: ты просто посиди и послушай, тебе интересно или нет. Захватила тебя или не захватила? Ты запомнила или не запомнила? И все. Сама поняла, если да. поняла, они тоже поймут. Да. Вот так она мне говорила: иди, ты просто обыватель, иди как ученик и слушай. Вот. И родители должны общаться в первую очередь со своими детьми, во вторую очередь со своими учителями. Уважать школу и учителя. Сейчас родители взяли привычку приходить и разбираться с учителем, оскорблять. Вот. И я всегда думаю, надо сначала воспитать этих родителей, а потом уже за детей браться. И наши учителя говорят, я уже многократно это говорила, наши учителя говорят: с детьми намного легче работать, чем с родителями. А родители, если они зарабатывают деньги, они же сразу такие самодостаточные, они гордые, они богатые. А что такое учитель? Его можно вот так дын-дын-дын. А то, что ты после этого дын-дын-дын оставишь свое дитя там, в руках этого учителя, ты не боишься, что он потом дын-дын тебе сделает, твоему ребенку? Хорошо, если есть у учителя этика, и он себе никогда не позволит обидеть ребенка. А если нет? Что ждет систему образования в целом, по вашим прогнозам, по вашим ощущениям, и частный сектор, в частности, в будущем в нашей стране? Ну, маленькими шагами мы идем к прогрессу, мы двигаемся. Каждый министр, который приходит на эту должность, заявляет о каких-то реформах. И очень хорошо, если он добьется результата. Самое главное всегда помнить, а ради чего и для чего ты это делаешь. Не для галочки, не для доноров, а мы должны это делать для наших детей, в первую очередь. Это нашим детям полезно будет, это детям нашим нужно будет, это детям нашим поможет выжить в дальнейшем или нет. Вот. Но я человек-оптимист, я верю, что мы добьемся. Сейчас у нас очень сильное гражданское общество. И добились же мы закона, нас очень хорошо поддержали депутаты. И мы добились, и сейчас вот положение меняется о лицензировании. Все равно мы добиваемся. Сейчас вот по лицензированию в министерстве введен антикоррупционный механизм АСУЛА, называется электронная система подачи заявки. Она вообще закрывает доступ к работникам министерства или там кому-то еще. Ты подаешь заявку, и комиссия ее рассматривает. Комиссия ее рассматривает. Причем даже членов комиссии выбирает это АСУЛА. Она рандомно выбирает 3 членов комиссии, сама им отправляет письма, можете ли в какое-то время, согласуйте. Если хоть один член не может участвовать в такую-то дату в экспертизе, АСУЛА опять меняет комиссию. АСУЛА будет бесконечно менять комиссию, пока она не найдет состыковки. Это уже хорошо.
Сейчас в министерстве есть заместитель министра по цифровизации, как-то так называется. Есть надежда, что тоже не ради реформы, а ради блага, ради результата это будет сделано. Мы готовимся в 2025 году к пизовским исследованиям. Очень хочется, чтобы мы хоть чуть-чуть от конца поднялись, на чуть-чуть, очень хочется. Но государственный механизм, он очень неповоротливый. Допустим, весь мир трубит о том, что у детей очень большая нагрузка. Наши дети в Кыргызстане особенно очень много занимаются. И наши чиновники, они берут, просто отрезают количество русского языка, количество там, математики, просто количество, но не уменьшают программу, содержание. Учитель говорит, если вы уменьшили количество часов, скажите, что убрать, какие темы убрать, какие темы не нужны. Они нам этого не говорят, а мы тогда должны давать всю полную программу. Мы должны всю полную программу дать для того, чтобы защитить наших детей во время экзаменов. Да. Они же потом пришлют нам задания, нам же министерство дает задания, все эти экзаменационные. Они пришлют задания, а мы эту тему не дали детям. И как мы будем выглядеть перед родителем? Наша вина будет, что дети не сдали или плохо сдали, или ОРТ плохо сдали. И мы вынуждены эту всю программу по-прежнему давать. А количество часов сократили. И по факту количество часов не сокращается. Потому что учитель все равно найдет лазейку где-то додать этот материал. Потому что он и себя защищает, и ребенка защищает, и школу в целом защищает. Поэтому нам надо пересмотреть программу содержание. Содержание. А что не нужно? Логарифмы. Логарифмы это в профильных классах, кто хочет быть математиком, ученым, еще кем-то, инженером, может быть. Я изучала еще 50 лет назад в школе логарифмы, никогда в жизни не пригодились. Тригонометрия. Не пригодилась в жизни. До сих пор дети это все изучают. Зачем? Сделайте сейчас по 12-летнему образованию, они сказали, будут профильные классы, да? Но опять, частные школы малокомплектные. Если, допустим, в 61-й школе или там 10-11 классов, там можно сделать один класс такой, один класс такой, один класс такой. А если в частных школах он один этот класс, как мы можем поделить детей? Одному давать математику углубленно, другому иностранное углубленно, третьему химию углубленно? Это очень дорого. Это очень дорого. Все равно мы выиграем за счет того, что у нас в классе сколько-то детей. А когда мы начнем индивидуальные программы давать, это очень дорого. И родителям это сложно оплачивать. Надо этим тоже подумать. Потом у нас нет термина такого «школа полного дня», что дети целый день учатся. У нас когда мы утверждаем учебные планы, тоже интересная такая особенность нашего министерства. Наше министерство в конце августа в Кутбилиме печатают учебные планы. Мы должны слово в слово переписать этот учебный план на своем бланочке и принести министерство на утверждение. Вы же нам даже буковку не разрешаете там поменять. Зачем нам утверждать? И представляете, все директора школ, заучи школ со всей республики съезжаются, стоят в очереди, чтобы поставить печать министерства. Во-первых, это такое унижение. Там нет никаких условий для этой очереди. Людям надо оплачивать проживание где-то, питание где-то. Они могут сказать, нет, не то слово здесь написали, поменяйте это слово. И эти иногородние приезжают, например, в Илим и говорят, а можно у вас распечатать заново учебный план? Тут слово надо поменять. И это зачем делается? Показать свою власть? Зачем нужно утверждать те планы, которые вы нам навязываете? Если вы нам дали возможность свои планы, тогда да. Тогда мы должны их защитить. А почему математики столько, а английского столько? Мы должны защитить и объяснить. А когда вы нам навязываете, зачем я к вам приезжаю за вашей печатью? И первое, что они делают, когда приходят с проверкой в школу, покажите утвержденный учебный план. Интересно. Да. У нас состоялась очень интересная беседа. Тема образования бесконечна, Да. но мы ограничены временем. Спасибо вам большое. Надеюсь, что все наши мечты, все наши стремления сбудутся, и система образования будет совершенствоваться в нашей стране. Спасибо вам большое, удачи. Спасибо за приглашение. Спасибо вам, что были с нами. До свидания. До свидания.